Добрый день. Добрый день всем слушателям. Сегодня у нас достаточно интересная тема вебинара. Это организация психолого-педагогического сопровождения детей с УВЗ в условиях инклюзивного образования. Достаточно сложная тема, достаточно такая болезненная для многих педагогов и организаций. И сегодня по данной тематике у нас достаточно грамотный эксперт Наталья Викторовна Карманова, заместитель директора Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Республики Коми. Поэтому, если в процессе у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете писать в чате. Мы с Натальей Викторовной потом их отследим, да, и постараемся по возможности уже ответить каждому индивидуально по какой-либо заданной тематике. То есть если у вас действительно какие-то сложности, да, какие-то вопросы возникают вот именно по данному направлению, вы можете их задать, да, Наталья Викторовна? Вот. Ну, а сейчас предоставляю слово Наталье Викторовне. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня, наверное, сегодня будет скорее более такая практическая часть вопроса, нежели теоретическая. Если вдруг, опять же повторюсь, как сказала Наталья Александровна, у вас возникнут вопросы, вы можете обращаться именно в те организации, о которых я сегодня вам расскажу. Итак, тема сегодняшнего вебинара – это психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных организациях Республики Коми. Извините. По данным Федерального статистического наблюдения в Республике Коми в 2019-2020 году на территории республики насчитывается 102 452 обучающихся. Из них практически 82 тысячи – это в городских округах и 20,5 тысяч обучающихся в сельских поселениях. К сожалению, присутствует и такая статистика. Ежегодно наблюдается такая тенденция – это увеличение обучающихся, увеличение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В настоящее время возможность получить психолого-педагогическую помощь обучающимся с ОВЗ и родителям, воспитывающих таких детей, осуществляется несколькими путями. Первое – это в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Таких центров в Республике Коми насчитывается 4. Это государственное учреждение Республики Коми, Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который располагается в городе Сыктывкаре, улица Пушкина, дом 89. Также это муниципальное бюджетное учреждение Центра психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения, город Сыктывкар, улица Орджоникидзе, дом 22. Третий центр – это муниципальное учреждение дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Сыктывкара. Адрес – улица Чкалова, дом 24. И Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в городе Воркуте. Какие услуги оказывают данные центры? Прежде всего, конечно, это психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей, а также педагогических работников, которые непосредственно работают с данной категорией детей. Также проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий, оказание им логопедической помощи. На данный момент в Сыктывкаре, по республике, свод идет в Сыктывкаре, проводится мониторинг учителей-логопедов, оказывающих непосредственно логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Еще один вид работы – это оказание методической помощи организациям, которые осуществляют образовательную деятельность по вопросам реализации основных и адаптированных общеобразовательных программ, по вопросам обучения и воспитания обучающихся,
и в том числе их психолого-педагогическое сопровождение. По данным проведенного в 2019-2020 учебном году мониторинга, в данных центрах психолого-педагогическую помощь оказывают 27 педагогов-психологов, 8 учителей-логопедов, 10 учителей-дефектологов, 5 социальных педагогов, 12 педагогов дополнительного образования и иные специалисты, работающие с данной категорией детей. Ежегодно психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь в центрах получают до 7 тысяч обучающихся и детей раннего возраста от 0 до 3 лет. За 2019 год специалистами ППМС-центров оказано 8,5 тысяч услуг консультирования обучающихся, их родителей, педагогических работников. Коррекционно-развивающая, логопедическая и компенсирующая помощь оказана 873 детям. На центры также возложена функция психолого-медико-педагогических комиссий, которые работают в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом или психическом развитии или отклонениями в развитии. В Республике Коми насчитывается 19 психолого-медико-педагогических комиссий. Одна из них центральная психолого-медико-педагогическая комиссия и 18 территориальных. 2 из них располагаются в Сыктывкаре, это дошкольная и школьная комиссии. Остальные в муниципалитетах, это Воркута, Печора, Усинск, Инта, Сосногорск, а также районы Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Книшпогосский, Ударский, Прилузский, Усть-Коломский, Усть-Цилимский, Ижемский, Кайгородский и Карткирусский. Комиссии работают как на постоянной основе, так и на период сессии, когда специалисты комиссии собираются и проводят заседания комиссии. Режим работы комиссий можно увидеть и узнать на официальных сайтах Управления образования данных районов и городов. За 2019 год психолого-педагогическими комиссиями проведено комплексное обследование 3807 детей и подростков. По результатам проведенного обследования разработаны рекомендации или заключения, в которых определена образовательная программа и необходимые специальные образовательные условия для организации обучения и воспитания детей. Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в настоящее время обеспечивают 29 педагогов-психологов, 27 учителей-дефектологов, 28 учителей-логопедов, 13 социальных педагогов и 65 врачей. Психолого-медико-педагогическая комиссия является одним из органов, от которого во многом зависит реализация права на образование для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Повторюсь, комиссия проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка, готовит рекомендации, а также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации по оказанию детям психолого-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания. По результатам обследования ребенка формулируется обоснованное заключение. В заключении по МПК определяется и прописывается. Первое – это, конечно же, статус. Статус – ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Далее образовательная программа, по которой ребенку рекомендуется обучаться. Уровень образования. При определении рекомендаций адаптированной образовательной программы обязательно должен быть прописан вариант программы согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.
или обучающихся с интеллектуальными нарушениями, умственной отсталостью. Также в заключении указывается форма организации обучения: очная, очно-заочная или заочная форма. При необходимости рекомендуется реализация образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий. Специальные методы обучения, специальные учебники, пособия указываются в соответствии с программным материалом. В заключении прописываются требования к организации учебного пространства и специальные технические средства обучения. Предоставление услуг тьютора или ассистента-помощника. Также указываются направления коррекционной работы, необходимые для данного ребенка. Это могут быть занятия педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога. А также могут указываться другие специальные условия, необходимые для получения образования. По окончании обследования родителям детей-инвалидов и детей с УВЗ специалистами по МПК обязательно даются консультации по результатам обследования по созданию соответствующих условий для получения образования их ребенка. Заседания по МПК проводятся, как правило, на базе комиссии, но могут проводиться и выездные заседания. В случае невозможности ребенка прибыть на обследование в силу физических или психологических особенностей. С 2009 года рекомендации по МПК являются основанием для организации процесса обучения детей-инвалидов в структурном подразделении Центра дистанционного обучения Государственного образовательного учреждения Республики Коми Республиканский центр образования. Целевую группу для обучающихся здесь составляют дети-инвалиды. Обучаются они на дому по общеобразовательным программам. Обязательные условия, чтобы ребенок не имел противопоказаний по работе с компьютером. По результатам проведенного комплексного психолого-медико-педагогического обследования родителям, также работникам образовательных организаций, организаций социального обслуживания, медицинских организаций, специалисты по МПК проводят консультирование по созданию соответствующих условий для обучения, развития и воспитания детей. Консультирование – это так называемый диалог между специалистами и родителями. Основная цель этого диалога – это выяснить проблемы, которые беспокоят родителей, дать достоверную информацию в доступной для них форме и убедить следовать данным рекомендациям в интересах самого ребенка. Психолого-педагогическую помощь также оказывают консультационные центры. На данный момент таких консультационных центров в республике 3. Это Республиканский консультационный центр на базе Коми Республиканского института развития образования, консультационный центр на базе Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, и также консультационный центр на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Сыктывкара. Специалисты консультационных центров, а это педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги, практикующие учителя, воспитатели, юристы, оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям детей от 0 до 18 лет. Вопросы от родителей могут поступать самые разные. Не только по обучению и воспитанию детей, а по сопровождению детей дома, в образовательной организации, по организации их досуга, ну и так далее. Ежегодно консультативная помощь в центрах оказывается не менее чем 30 тысячам родителей. Еще одно направление и еще одни организации, которые оказывают психолого-педагогическую помощь. Это психолого-педагогические консилиумы, логопункты
и консультативные пункты на базе непосредственно образовательных организаций. Таких в настоящее время насчитывается 93. Психолого-педагогическое сопровождение также осуществляется непосредственно в самих образовательных организациях. Ежегодно Республиканским центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводится мониторинг, который показывает, насколько образовательные организации республики оснащены, если можно так сказать, педагогами-психологами и социальными педагогами, которые могут оказать своевременную психолого-педагогическую поддержку как обучающимся, так и родителям. По данным 2019-2020 года в образовательных организациях помощь оказывают 334 педагога-психолога, 75 учителей-дефектологов, 240 учителей-логопедов, 190 социальных педагогов, а также педагоги образовательных организаций. Это воспитатели, классные руководители и учителя-предметники. В 2019 году 92 700 обучающихся были охвачены психолого-педагогическим сопровождением в образовательных организациях. Следует отметить, что в основном, конечно, специалисты присутствуют в образовательных организациях городских округов. В муниципальных организациях сельских поселений фиксируется и наблюдается существенная нехватка специалистов данного профиля, а именно дефектологического и психологического. Оказание психолого-педагогической помощи осуществляется в разных направлениях. Немножко расскажу на примере Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. К нам обращаются очень много родителей, детей самого разного возраста. От раннего, сейчас фиксируется такая тенденция, что родители стали обращаться, едва заметив у ребенка какие-то нарушения или отклонения. Это, конечно, очень радует, потому что чем раньше, мы это прекрасно знаем, чем раньше ребенку будет оказываться помощь, тем будет она эффективнее, и тем больше будет качество этой услуги, и тем больше, наверное, ребенок захватит всю ту помощь и скорректирует те нарушения, которые у него проявляются. На базе Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи работает с детьми непосредственно две структуры. Первая – это лаборатория ранней комплексной помощи детям и их родителям, сфера. Основная цель деятельности лаборатории – это оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями или риском нарушения развития, их родителям и педагогам, и другим специалистам, которые с этими детками работают. А также еще одна цель – это осуществление ранней профилактики различных отклонений в развитии ребенка. Специалисты центра, их 4 практикующих специалиста – это педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и социальный педагог. Проводят коррекционно-развивающие занятия с детьми по 4 дополнительным общеразвивающим программам, разработанным с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами по индивидуальному расписанию, которое обговаривается с каждым родителем индивидуально с учетом их пожеланий и возможностей. В 2019 году в лаборатории комплексную помощь получили 50 детей. Проведено около 1600 коррекционно-развивающих занятий. Родителям оказано 942 услуги консультирования. Также на базе Республиканского центра с 1 июня 2017 года
работает региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. В региональный ресурсный центр мы предлагаем обратиться непосредственно после проведения комплексного обследования на ПМПК. Ну и также родители обращаются к нам самостоятельно, узнав о нашем центре и о региональном ресурсном центре, а также во время выездных мероприятий, где мы знакомимся с детьми, проживающими на территории Республики Коми. Самая основная задача регионального ресурсного центра – это осуществление индивидуально ориентированной помощи детям и семьям, которые их воспитывают. На практической площадке регионального ресурсного центра, она располагается на улице Катаева, 14, в здании педколледжа, корпус номер 2, специалистами проводятся диагностические и коррекционно-развивающие занятия с детьми с риском развития расстройства аутистического спектра или уже с выставленным данным диагнозом. По итогам проведения диагностики разрабатываются индивидуальные рекомендации. Рекомендации направлены как на родителей, то есть как родителям работать с ребенком в домашних условиях в дальнейшем, а также нацелены на специалистов той образовательной организации, которую этот ребенок посещает. Диагностика проводится в течение 2,5 месяцев, а рекомендации, которые даются родителям, действуют в течение 1 года. По истечении 1 года родители вновь могут к нам обратиться и пройти диагностический курс. Вся работа специалистов ресурсного центра строится на основе постоянного взаимодействия с родителями. С 2018 года региональный ресурсный центр оказывает новый вид услуг – это экспресс-диагностика. Когда ребенок, не проживающий в городе Сыктывкаре, может пройти курс диагностики, конечно, не за 2,5 месяца, а за 2-2,5 недели. При этом занятия проводятся с ребенком ежедневно. Также по окончании 2 недель родители получают развернутые рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка по разным направлениям. Также данной услугой экспресс-диагностикой воспользовались уже родители детишек из Ударского, Кайгородского, Усть-Илимского, Прилузского районов и из города Ухты. Ежедневно в ресурсном центре проводятся консультирования родителей по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей. Немного статистики. В 2019 году в региональном ресурсном центре помощь оказана 47 детям. Проведено 1566 коррекционно-развивающих диагностических занятий. Оказано около 1500 консультаций для родителей. Также региональный ресурсный центр и Центр психолого-педагогической помощи осуществляют услуги профессиональной ориентации. Здесь мы плотно работаем с Сыктывкарским колледжем сервиса и связи, где функционирует базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного образования. Специалистами центра сформирована информационная карта Республики Коми, где сосредоточена вся информация об услугах и организациях различных ведомств, оказывающих комплексную помощь детям и семьям не только с расстройствами аутистического спектра, но и детям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Это организации здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта, физкультуры и спорта и организации культуры. На сегодняшний день в карте 137 организаций. Карта размещена на официальном сайте Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также на образовательном портале «Открытое образование Республики Коми». Какие сведения можно получить о карте? В каждой организации
Все организации расположены по блокам. Это здравоохранение, социальная защита, физкультура и спорт и культура. О каждой организации можно узнать их адрес, режим работы, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество руководителя, а также специалистов, непосредственно работающих с указанной категорией детей. Какова цель разработки этой карты? Ну, во-первых, это информирование семей о возможности получить помощь на той территории, где эта семья проживает. Чтобы каждый родитель мог, не выезжая за пределы своего села, поселка, города, получить квалифицированную помощь на месте, не приезжая при этом непосредственно в столицу республики. Также помощь детям в образовательных организациях оказывается через разработку рекомендаций по исполнению индивидуальной программы реабилитации, абилитации для детей-инвалидов, так называемую ИПРА. Данной работой занимаются специалисты отдела сопровождения и административного обеспечения деятельности детей-инвалидов. Рекомендации по исполнению ИПРА, согласно выписке из индивидуальной программы, представленной Бюро МСЭ, разрабатываются по следующим направлениям. Первое – это условия организации обучения. Это определяется вид образовательной программы и специальные условия обучения, включающие специальные учебники, дидактические пособия, специально-технические средства, также получение услуг тьютера или ассистента-помощника для сопровождения детей непосредственно в образовательной организации. Рекомендации даются по оказанию психологической помощи или индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида в образовательном процессе, учитывая его психофизические возможности, особенности и индивидуальные возможности. Также даются рекомендации по профессиональной ориентации ребенка-инвалида. Нуждается или не нуждается он в дополнительной работе по профессиональной ориентации. Разработанный перечень рекомендаций направляется в муниципальные органы управления образованием или непосредственно в государственную общеобразовательную организацию. Исполнение данных рекомендаций для образовательной организации является обязательным. Также в рекомендациях указывается четкий и точная дата, когда образовательная организация непосредственно должна отчитаться о исполнении данных рекомендаций по конкретному каждому ребенку. Также ежегодно Центром образования и здоровья, Республиканским центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи организуются и проводятся для детей с ОВЗ, и в том числе для детей с инвалидностью, олимпиады, конкурсы, мероприятия, направленные на выявление и развитие у детей творческих способностей, интеллектуальных способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной деятельности, а также организационно-спортивной деятельности. Наверное, слышали о таких мероприятиях, как спортивный праздник «За доброй надеждой», специальная олимпиада для обучающихся с ОВЗ. Также мы работаем по организации участия детей с ограниченными возможностями здоровья в чемпионате Обилимпикс в категории школьники. Ну и также проводятся творческие конкурсы. Республиканским центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи вот уже на протяжении 2 лет, к сожалению, в 2020 году данное мероприятие не случилось из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, это проведение инклюзивных лагерных смен для детей. Проведено уже 3 лагерные смены. В 2018 году это были 2 смены, зимняя и летняя. И в 2019 году летняя смена на базе детских оздоровительных лагерей «Чайка» и «Гренада». Как правило, дети туда выезжают вместе с родителями и на протяжении 10 дней находятся
в лагере непосредственно с другими детками, проживают вместе с родителями в отдельных комнатах и ежедневно получают коррекционно-развивающие занятия со специалистами. Опять же, это учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог и социальный педагог. Также, конечно же, это социализация детей. Они непосредственно с другими детками находятся круглосуточно вот в этой атмосфере детского оздоровительного лагеря. Родители при этом получают услуги педагога-психолога, консультации педагога-психолога, которые также проводятся ежедневно. Дети посещают общелагерные мероприятия, выезжают в плавательный бассейн, участвуют в театрализованных познавательных развлечениях. Ну вот, наверное, коротко о том, как в республике у нас организована психолого-педагогическая помощь для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Все те организации, о которых я сегодня говорила, вся информация об их работе, все контактные данные размещены на официальных сайтах данных учреждений. Поэтому, если у родителей возникают какие-либо вопросы по развитию, по воспитанию, по обучению детей, можно обратиться к специалистам. Все обращения конфиденциальны и получить какую помощь непосредственно конкретную от специалиста, того, который необходим именно данной семье. Специалисты всегда готовы помочь как родителям детей, так и педагогам, которые с данными детками работают. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Всего доброго.